А уже на полях саммита глав государств Центральной Азии и Германии Касым-Жомарт Токаев призвал стороны российско-украинского конфликта приступить к переговорам. По мнению немецкой стороны, бушующий там кризис угрожает безопасности как Европе, так и для Азии. На что президент Казахстана предложил отказаться от взаимных обвинений и начать уже процедуру по урегулированию конфликта. Ко встрече глав государств Центральной Азии немецкая сторона подошла основательно, ведь это первое мероприятие такого формата для страны из Европейского Союза. От него в большинстве своем и будет зависеть, как стороны, а именно Германия в тандеме с ЕС, намерены выстраивать плотные отношения с регионами, включающего в себя 5 стран – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Чтобы, видимо, снять напряженность, переговоры решили провести в формате рабочего обеда. С одной стороны стола Касым-Жомарт Токаев, Франк-Вальтер Штайнмайер и Шавкат Мирзиёев. Напротив – Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Саммит С5 плюс Германия стал своего рода продолжением встречи лидеров стран Центральной Азии с президентом США. Среди основных вопросов, которые обсуждаются в Берлине, создание благоприятной среды для торговли и инвестиций, то есть курс на устойчивое экономическое сотрудничество. Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев определил основные направления, которые сейчас необходимо развивать. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперация в сфере энергетики. Без внимания не остались проблемы изменения климата. В ходе переговоров немецкая сторона не смогла не затронуть войну в Украине. Президент ФРГ заявил, что возникший конфликт угрожает безопасности Европы и Центральной Азии. Пути решения этого вопроса предложил глава нашего государства. Он заявил, что пора уже приступить к проведению реальных переговоров по урегулированию сложившейся ситуации. И без мудрой политики здесь не обойтись, резюмировал Токаев. Что касается экономической составляющей между странами ЕС и Центральной Азии, то здесь Евросоюз является крупнейшим инвестором в нашем регионе. Потому такой формат переговоров очень удобен для решения общих проблем, но при этом стороны не намерены отказываться от двусторонних отношений, ведь достигнутые на них договоренности затрагивают интересы собственных народов, а не политики отдельно взятого региона. Бахтияр Даркеев, Даурен Рахимов, Бекбулат Базаров, Жибек Жоле из Берлина.